Добрый день, меня зовут Максим Блинов. Я ижевский историк, экскурсовод, руководитель культурно-исторического клуба «Антей». И сегодня в рубрике «История одного дома» мы поговорим про дом номер 51 по улице Максима Горького. Он станет героем нашего сегодняшнего ролика. Дом этот расположен на перекрестке улицы Пастухова и Максима Горького. Улица Максима Горького до революции носила название Базарная улица, поскольку здесь находился главный Ижевский базар и Базарная площадь. Улица Пастухова же носила название Пурингов проулок по фамилии купца-виноторговца Отто Пуринга, который проживал на этой улице и имел здесь лавку. Двухэтажный особняк кирпичный был выстроен в начале 20 века на одной из самых шумных, активных, динамичных улиц дореволюционного Ижевска. Она и сейчас одна из центральных. В ряду всех домов по улице Максима Горького дом номер 51 отличается тем, что он принадлежал не купцу, как большинство домов здесь, на этой улице, а рабочему до революции. Хозяином его был Николай Осипович Первяков, известный ижевский мастер, столяр, плотник и краснодеревщик. Николай Осипович Первяков приобрел этот дом у мастерового Плотникова за 20 тысяч рублей. Баснословная сумма по дореволюционным меркам, однако 1915 год, в России началась инфляция. Напомню, что в тот период шла Первая мировая война. Часть денег он взял в долг, но со временем его выплатил. В то время, когда Первяков приехал сюда со своей семьей, он воспринял этот дом как настоящий дворец. Их семья так восприняла. И вот что пишет об этом доме его дочь Мария Николаевна Иванова, урожденная Первякова. Переезд состоялся не дом, а целый дворец, но семье еще пришлось потрудиться в нем. Капитальную переделку требовала большая по размеру кухня, которая арендовалась колбасным производителем. И пол, и кирпич все просалено. Для утепления комнат понадобилось изготавливать зимние рамы. Отцом сделана огромная русская печь с палатями. Семья поселилась на первом этаже, занимая его половину из 6 комнат. Большой обеденный стол, нечто вроде табльдота. Стол сделан отцом на массивных, как у бильярдного стола, красивых точеных ножках. Отец, кроме прочего, токарил. Нам приходилось крутить огромный маховик. Стол и сейчас сохранился у родственников. Несколько стульев, венских, кровати, посудный, сделанный Василием, шкаф и вся мебель. Деньги шли на уплату дома. В принципе, образ жизни напоминал семью типичного ижевского рабочего, однако дом отличался тем, что он был каменный и очень большой. С дореволюционным периодом истории этого дома связаны деятельность нескольких выдающихся людей. В частности, на втором этаже этого дома проживал заводской инженер Павловский. Вместе со своей женой они, как вспоминали современники, гуляли с собачкой по улице, чем удивляли прохожих, поскольку они так заботились о собачке, как о ребенке, и даже водили ее в баню. А кроме того, в этом доме какой-то период проживал родственник семьи, революционер Николай Бабушкин. Он был подпольщик, раздавал листовки, распространял брошюры и нелегальные газеты в дореволюционный период. Приходился он родственником известному российскому революционеру Ефиму Бабушкину. А также с этим домом связана личность рабочего, мастерового Ильи Дерюшева. Примерно 1,5 года он снимал квартиру в этом доме. Известен он тем, что был одним из авторов миниатюрной винтовки, которую впоследствии подарили Владимиру Ильичу Ленину, а также Льву Давыдовичу Троцкому. Николай Первяков является создателем памятника Анатолию Дурову, известного российского дрессировщика и артиста цирка. Вместе со своими сыновьями они перебили надпись на памятнике, снятого с Троицкого кладбища Ижевского завода. Памятник этот до сих пор стоит на Дуровской грани, рядом с Ижевском.
Вот такой вот интересный эпизод. Кстати, дети Николая Осиповича стали не менее талантливыми людьми. В частности, Михаил Николаевич стал ижевским преподавателем математики и заслуженным педагогом Удмуртской республики. А дочь Мария Николаевна стала химиком, лаборантом, микробиологом. Кроме жилых помещений, на первом этаже дома располагалась известная в Ижевске колбасная Кручинина. Здесь можно было приобрести краковскую колбасу, сосиски, сардельки разных сортов, окорочка и готовые мясные изделия. Ну, собственно, магазин входил в ансамбль улицы Базарной, как я уже упоминал. Торговых заведений здесь было довольно много, поэтому спрос на колбасные изделия Кручинина был здесь всегда. Ну и покупателей у него было хоть отбавляй. В 1921 году у прежних хозяев дома, семьи Первиковых, этот дом отобрали. Они вынуждены были переехать отсюда, ну, причем под угрозой расстрела все это происходило. И сюда въехали такие органы, как милиция, областной суд Водской автономной области. Да, именно здесь проходили некоторые судебные процессы и разбирательства на протяжении 20-х, начала 30-х годов. В 1941 году, с началом Великой Отечественной войны, здесь разместился штаб местной противовоздушной обороны. Позднее он был переименован в штаб гражданской обороны города Ижевска и Пастуховского района Ижевска, переименованный ныне Первомайский район города Ижевска. Также в советский период здесь размещалось Министерство культуры Удмуртской ССР и Министерство социального обеспечения Удмуртской республики. В 90-е годы здание передали в частную собственность, и оно используется до сих пор в качестве коммерческой недвижимости. Однако ранее здесь был сделан пристрой, где до сих пор находится отделение Ижевского водоканала. Прямой наследник, сын Николая Осиповича, Михаил Николаевич, попытался в свое время вернуть этот дом по законам реституции. И в 60-е годы, и в 90-е он обращался неоднократно с этим вопросом, но ему так и не удалось получить свое законное наследство. И, к сожалению, дом оказался в руках других людей, никак не связанных прежде с хозяевами этого дома, с Первиковыми. Об этом на сегодня все. Подписывайтесь на группу ВКонтакте и на аккаунт в Инстаграм культурно-исторического клуба «Антей». Приходите на экскурсии и следите за видеороликами в группе Национальной библиотеки Удмуртской республики. Спасибо за внимание и до новых встреч!